Друзья, лет 5 назад у нас в Таджикистане появился такой термин, как диджитал-маркетинг или диджитал-маркетинг. Мы не совсем понимаем, что это такое, потому что думаем, чем нам не хватает интернет-маркетинг или веб-маркетинг. Сейчас мы будем разбираться. На самом деле ничего сложного, и помочь разобраться в этом несложном деле мне будет помогать диджитал-маркетолог Парвиз Рузиев. Парвиз, привет! Добрый день, Баха. На самом деле я с самого начала хочу разъяснить ситуацию именно с позиционированием себя на рынке как диджитал-маркетолог. На самом деле я занимаюсь диджиталом в целом и пропагандирую диджитал как какую-то субкультуру или уже, наверное, крупную культуру. И на старте хотел бы рассказать вообще, что такое диджитал и чем отличается диджитал от диджитал-маркетинга. Да? Я думаю, что важно будет людям понимать вообще, что это такое, и мы тоже поговорим о том, что такое диджитал-маркетинг. Существует экосистема диджитала, и она строится из нескольких таких основных моментов. Первый момент, когда вы начинаете заниматься диджиталом или когда ваш сотрудник начинает, да, вам важно понимать, что как и в любой другой структуре, там, коммерческой или маркетинговой, да, в диджитале есть понятие стратегии. То есть вы вначале, на старте, перед тем, как начинаете вести социальные сети, там еще что-то делать, вы пишете стратегию. Для того, чтобы написать стратегию, важно понимать, что у вас должен быть продукт. Без продукта никуда. То есть какой-то цифровой продукт. Этот цифровой продукт может быть, к примеру, сайт или приложение, или, например, социальные сети, даже, да, как продукт, где вы продаете свою продукцию. Плюс к этому ко всему привязываются так называемые каналы коммуникации. Да? Сейчас мы тоже раскроем вообще, что такое коммуникации, что такое каналы коммуникации, что такое пиар, что такое реклама и так далее. Мы сказали, что к стратегии плюс продукту привязываются каналы коммуникации и привязывается аналитика. То есть важно понимать вообще в диджитале, что ты что-то запланировал как стратегия, верно? Да. Вот. Дальше ты понимаешь, что у тебя есть какой-то продукт, то есть ты людей приводишь на сайт для того, чтобы им показать, что у тебя есть, в итоге, чтобы продать, если мы говорим про продажи. И ты ведешь с каналов коммуникации, например, с Фейсбука, с Инстаграма и так далее, ведешь людей на этот сайт, чтобы продать. И в конце, когда ты уже все там проработал, всю стратегию, ты снимаешь аналитику. И аналитика тебе показывает, что ты добился. Ты прорекламировался вот на такую сумму, бюджет маркетинговый, диджитал-маркетинговый потратил вот на такую сумму, и в итоге с твоего сайта купили, например, X денег товара. Давайте теперь немножко поговорим о том, что такое вообще в целом реклама, что такое каналы коммуникации, да, и как это все работает. Важная задача маркетинга или маркетинга, как кому удобно, это проинформировать большее количество людей за меньшее количество денег. То есть и в диджитале это легче всего получается по сравнению с традиционным маркетингом, потому что вы рассказываете посредством социальных сетей, посредством поисковых систем, посредством других приложений, посредством сайтов, таких как News.tg, например, да, это тоже является каналом коммуникации. Вы выбираете в рамках стратегии себе, какие каналы коммуникации вы используете для того, чтобы рассказать это людям. Большее количество людей охватываете, информируете их. Это называется коммуникации обычные, то есть передача информации с точки А в точку Б. Да. От площадки до потребителя рекламы или потребителя контента. И человек это видит. Важно понимать, что диджитал-маркетинг, то есть если вы, неважно, там какой-то Ибрагим, и вы через точку или через запятую или через тирешку ставите слово диджитал, и вы занимаетесь диджитал-маркетингом условно, вы должны понимать, что диджитал-маркетинг это всего лишь маленькая часть диджитала, потому что вы должны быть уверены, что у вас есть продукт, что у вас есть стратегия, что у вас есть аналитика, да, какие-то инструменты для того, чтобы вычислять аналитику. И это очень важно. То есть, если вы просто таргетолог настраиваете, то есть, чтобы непонятных терминов не было, да, обычно на своих тренингах говорю, если непонятное слово, сразу поднимайте руки. Баха, ты тоже так должен делать, да? Хорошо, как будет незнакомое слово, я обязательно подниму. Хорошо, да. И вот таргетолог – это человек, который настраивает таковую цель, куда он попадет, куда он целит с точки зрения коммуникации, чтобы показать каким-то людям. Но
насколько люди отреагируют, насколько люди захотят купить или захотят просто ознакомиться с этим продуктом, это большой вопрос. И тут возникает вопрос контент-маркетинга, то есть создание такого контента, чтобы человек прям увидел, вау, там какая-то анимация, какое-то предложение, какой-то там кричащий заголовок, да, например, который мотивирует человека пройти дальше, зайти на сайт, ознакомиться с какой-то частью продукции, возможно, увидеть что-то другое, докупить, да, какой-то продукт и купить тот, который рекламировали. Друзья, в эру цифровых технологий нам очень важно иметь высокоскоростной интернет для развития своего бизнеса и рекламного в частности. И с таким интернетом вам поможет компания Истера. А что работает эффективнее всего? Кричащий заголовок, либо анимашка какая-то? Ну, все в комплексе работает хорошо. Когда вы понимаете, что вот, давайте быстренько пройдемся, ты говоришь любой продукт, и мы вот прям по всем пунктам проходим, чтобы человеку было понятно, как пример. Автомобиль. Автомобиль. Подержанный, не подержанный, новый, не подержанный. Новый. Подержанный автомобиль. Да. Ты хочешь продать, ты, да, как Я человек? Я хочу продать свой автомобиль. Вот. Что интересно в диджитал-маркетинге, во-первых, любой человек является в априори диджитал-маркетологом. То есть ты человек, который хочет продать автомобиль. Что ты делаешь? Для того, чтобы тебе продать автомобиль, вначале, ну, ты, наверное, автомобиль моешь, да? Это больше такая тема традиционного маркетинга, потому что это твой автомобиль, ты его моешь, где-то какие-то, если есть нюансы, минусы, ты их заделываешь. И потом ты создаешь контент. То есть ты понимаешь, что тебе что нужно сделать. Тебе нужно красивые фотографии автомобиля, чтобы где-то разместить. Вот это на старте и есть стратегия. Ты разрабатываешь стратегию. Ты думаешь, во-первых, сильные стороны твоего автомобиля, слабые стороны твоего автомобиля, почему он стоит дорого, например, да? Почему ты его продаешь дороже, чем все другие продают. И ты это все в стратегии расписываешь. Потом ты для себя должен понимать, что где я хочу продать этот автомобиль. То есть ты можешь его выставлять на своей странице, типа, ребята, вот вы же все знаете, что у меня классная машина и что я за ней ухаживаю. Вот в кругу моих друзей и знакомых, может быть, кто-то хочет взять и забрать эту красотку, да, условно. И ты выбираешь каналы коммуникации. Это может быть Facebook, Instagram, также Азия Плюс, там, или еще какие-то. Да? Не будем сейчас говорить, какие у нас площадки существуют. Или, если хотите, могу озвучить. Без проблем, конечно. Да, ну, есть площадка знаменитая, допустим, Faro TG, есть площадка Somon TG, да, где мы можем разместить этот автомобиль. Важно понимать, как ты будешь продавать свой автомобиль. То есть, какие у тебя будут фотографии. То есть, в рамках стратегии ты уже заранее планируешь. Это салон, это там мотор, это внешняя часть, там спереди, сзади, сбоку и так далее. Это и есть контент. Также ты можешь создать видеоролик. Вот представь, по-моему, в Somon TG есть возможность выставления видеоролика. И все продают машину, там как-то сфоткали, как смогли, и выставили. А ты профессиональным фотоаппаратом сфоткаешь красивую машину, может быть, снимешь какое-то обзорное видео, зальешь это на Somon TG. И возможность, вот сам ты понимаешь, да, что у тебя есть стратегия, теперь ты выбираешь, какие каналы коммуникации, да, у тебя есть продукт, это твоя, грубо говоря, машина, и ты создаешь красивый контент и выставляешь это на сайте. И шансов, то, что у тебя будет больше запросов и больше людей заинтересуются, больше. Согласен? Согласен. Вот. Потому что картинка красивая, привлекательная. Да. И вот это вот есть как бы такой показатель, как охват. То есть люди видят какая-то другая картинка, не похожа на другие. И они больше заходят и смотрят твой автомобиль. Если они заходят на эту страницу, то есть они видят в общую картину там 10-20 автомобилей, да, если они заходят туда на сайт и начинают заходить на твою страницу и смотреть там все фотографии, это уже показатель вовлеченности. То есть у тебя есть охват, они видят, например, 200 тысяч человек могут просто посмотреть, что есть такая картинка. А те люди, которые зашли, это вовлеченность. Дальше они зашли, посмотрели твой номер телефона и тебе еще позвонили, да. То есть в маркетинге и в диджитал-маркетинге тоже это называется воронка продаж. То есть большая часть людей увидела, какая-то часть зашла, и какая-то часть тебе позвонила, и какая-то часть, возможно, с тобой увиделась, ты показал. И там 2-3 человека изъявили там желание купить твой автомобиль. Примерно это так и работает. И ты как человек,
маркетолог по своей сути, да. То есть сейчас сегодня любой человек маркетолог, потому что он общается, это коммуникация, потому что он постоянно что-то продает, покупает. Поэтому любой человек сейчас маркетолог, да, у него на уровне подсознания все эти скиллы уже есть в 21 веке, в 21 году. И что происходит дальше? Ты осознаешь, что я разместил на этом сайте, этот сайт более эффективный, да, сайт 1 и сайт 2, например. На сайте 2 более эффективно. Facebook, Instagram неэффективный. Это аналитика. То есть ты можешь считать, где твоя реклама лучше работает. В следующий раз ты продаешь свой автомобиль, дорого, все хорошо. В следующий раз, когда к тебе приходит твой друг и говорит, я хочу продать автомобиль. У тебя уже есть опыт. Правильно? И ты говоришь, слушай, не делай вот так, не делай вот так вот сфотографируй, или вот так вот не парься, короче, там видео никто не смотрит, вот так вот сделай, и все будет. И ты сокращаешь ресурсы его, то есть он уже не тратит, чтобы размещать там. А ресурс это деньги. Да? И диджитал нас учит чему? Вкладывать меньше денег и получать больше выгоды. Это основная задача в продажах. То есть, ну, не совсем в продажах, в коммуникации. То есть ты должен меньше потратить, вернуть инвестиции, которые ты потратил, и еще что-то сверху заработать. Вот грамотные и качественные маркетологи должны вести себя примерно так. То есть они должны понимать, я потратил 10, я должен продать минимум за 20, чтобы заработать 10. И тогда я в шоколаде. В противном случае, если не делать стратегию и не снимать аналитику, то каждый раз одно и то же будет повторяться. То есть если ты не поймешь, где лучше продавать, в следующий раз ты скажешь, да, и там пробовал, да, что-то я не понял, откуда пришло. Да? Поэтому важно вначале запланировать, потом понимать, какой у тебя продукт, товар, да? Потом выбрать площадки и в последнюю очередь уже снять аналитику. Понятно. У многих, кстати, по поводу площадок, у многих складывается ложное ощущение, что диджитал это только интернет и вот все, что с ним связано. Но это ведь и другие площадки. На самом деле, вот в рамках цифровой стратегии, да, как ее называют, вы выбираете несколько разных видов цифровых площадок. Цифровых площадок очень много. Что это, помимо интернета? Вот, помимо интернета, это никакие вообще цифровые. То есть, если мы говорим про цифровую площадку, то это 100% площадка, которая как-то косвенно связана с интернетом. Например, даже если вы делаете смс-рассылку и размещаете туда линк на какой-то сайт, на свой продукт, да, то это уже является косвенной цифровой рекламой. Хотя смс считается больше такой традиционной, да, традиционным каналом коммуникации с потребителем. И правильно понимая твой вопрос, типа традиционный маркетинг и цифровой маркетинг, как это работает, да, вместе в совокупности. Я вот знаю очень много цифровых маркетологов, да, диджитал-маркетологов, которые топят только за диджитал. Я говорю всегда, что нужно совмещать. То есть, когда ты совмещаешь и традиционный маркетинг, и цифровой маркетинг. В этом случае эффекта, конечно, в разы больше. То есть, где-то здесь показал, где-то там показал. Но если это будет не цифровой носитель, там же невозможно будет провести аналитику. То есть, условно говоря, если про ту же самую машину говорить, да, я размещаю объявление в газете, я ведь не смогу провести аналитику, откуда ко мне пришло. Либо, если только спросить, где вы увидели объявление. Ты можешь сделать такой небольшой хитрый ход. Ты размещаешь в диджитале, да, и ты понимаешь, какая там аналитика. И размещаешь в газете. А в газете пишешь, если ты пришел мне вот по этому объявлению, я тебе дам, допустим, бесплатно освежитель воздуха к машину. Условно. И когда человек у тебя просит каждый раз при звонке говорить, ну, я сейчас, конечно, освежитель это не очень, да, ценно, да, для потребителя, ты можешь сказать там, я тебе там что-то, рекламу на Азии Плюс, да, размещу там со скидкой 50%, и когда тебе человек звонит и говорит, что, слушай, вот так, а что там по поводу рекламы? Да. Вот, ты понимаешь, что человек пришел с газеты. И это такие, как бы, якоря, да, в традиционном маркетинге, когда ты ставишь какой-то якорь, например, какое-то уникальное торговое предложение. Ты можешь, вот, уникальность заключается в том, что в цифре ты не даешь никакую скидку условно, а в традиционном ты даешь по приходу именно с баннера или откуда-то еще, ты даешь какую-то скидку.
и ты быстренько разделяешь. Если люди требуют скидку, значит пришли с баннера. Вот. Но сейчас есть комбинированные моменты, это использование QR-кодов, использование промокодов, да, каких-то, которые помогают вести аналитику. Можешь назвать какие-то преимущества диджитал-маркетинга? Преимущество это полная прозрачность в аналитике, как мы сказали. То есть, если раньше не совсем было понятно, сколько человек смотрит телевидение, сколько человек проезжает мимо баннера и так далее, основное преимущество это, конечно же, аналитика. Вы четко можете вот по той же воронке продаж определить, человек увидел, как бы написал сообщение, мы ему там рассказали подробно, и он купил или вы продали. Да? Вот, это основное преимущество. Реклама в социальных сетях и вообще реклама в интернете, она супер быстрая. То есть это моментальная коммуникация с вашим условно потребителем. Вы сейчас выставили, и прямо сейчас в эту же секунду потребитель увидел вашу рекламу. Это основное преимущество. Условно, ну, если вот такой пример приводить с баннерной рекламой, да, я думаю, и так все понятно, но если баннер ставить, непонятно, может быть, человек там дома сидит, не выходит никуда, когда он увидит этот баннер, неизвестно. И сколько человек увидит, тоже как бы сложно будет посчитать. А насколько все-таки диджитал эффективнее по сравнению с классическим маркетингом? Говорю же, никогда не нужно говорить о том, что диджитал эффективней или неэффективней. Статистика мировая показывает, что диджитал становится почти там на уровне эффективности, выходит на уровень эффективности, как традиционный маркетинг, да. Но я никогда в жизни не советую никакому бизнесу делать диджитал-маркетинг отдельно от традиционного маркетинга. То есть в априори, если немножко отойти от темы диджитала, да, существует общая стратегия компании, да, когда вся компания, все отделы знают, куда они двигаются, в каком направлении, хотя это очень редко в Таджикистане происходит, но есть общая стратегия. В общей стратегии обычно закладывают и маркетинговую стратегию тоже. То есть как вообще человек будет... И к этой общей стратегии и общей, и маркетинговой просто добавляется цифровая стратегия. То есть цифровая стратегия отдельно от общей, отдельно от маркетинга просто не должна существовать. И поэтому желательно комбинировать. Но почему все-таки любому бизнесу важно уходить в диджитал? Я же уже сказал, что важно уходить в диджитал по причине того, что это очень быстрый канал коммуникации. Только из-за этого. Это по сравнению с традиционным маркетингом еще и дешевый канал коммуникации, да, где вы можете там на $100 сделать охват, к примеру, на может быть 100 тысяч человек. Да. Снова, все зависит от вашего креатива, все зависит от того, что какой контент вы человеку покажете. Но за $100 можно показать там 100 тысяч людям. В традиционном маркетинге, к сожалению, там реклама на радио, баннерная реклама, это все немножко дорого. И обычно услугами диджитал-маркетинга используются компании, которые только появились на рынке. У них очень ограниченный бюджет, и они понимают, что им нужно быстро заходить на рынок. И они начинают искать самые легкие пути. И самый легкий способ это разместиться в Инстаграме или Фейсбуке, поставить там платное продвижение на какой-то период. И вот все люди, которые сидят в Инстаграме с утра до ночи или в Фейсбуке, они увидят эту рекламу и получат информацию, да, о том, что появился новый продукт. Но говорю же, что если вы компания серьезная, то лучше, конечно, объединять эти два направления. Если финансы позволяют, то да. Какие главные ошибки совершают диджитал-маркетологи? Основные ошибки в следующем. Диджитал-маркетологи не хотят изучать направление диджитал в целом. Как я уже сказал, это целая культура, да? Культура agile, культура общения, культура коммуникации. Это не просто как часть какого-то бизнеса, да, что ты пришел, сделал рекламу, разместил, получил деньги. Да? Это культура, в которой заложено очень много ценностей. Например, дружелюбное общение, любовь, делиться знаниями, делиться опытом. Это все культура диджитал. Она нас учит тому, чтобы мы должны отдавать все самое ценное, да, информацию, разделять ее на своих друзей, близких, там, знакомых и так далее. И диджитал-маркетологи ошибаются тогда, когда они разделяют таргетинг отдельно. Там кто-то прошел какой-то тренинг, говорит,
я хороший таргетолог. Возможно, да, это правильно. Но люди должны работать в команде, и кто-то должен писать стратегию показывать предпринимателю, потому что лучше предпринимателя бизнес никто не знает. Я всегда своим партнерам говорю, что успех зависит на 85% от тебя. Вот ты владелец бизнеса, лучше тебя никто бизнес не чувствует. Это чисто на уровне чуйки, да, какой-то определенной. И мы тебе сдадим 15%, качественные 15%, но ты должен быть на 85% вовлечен. То есть при создании цифровой стратегии предприниматель должен вовлечься в процесс. Диджитал-маркетолог сначала должен нарисовать картину движения, карту, да, а потом уже по этой карте куда-то идти. Это вот, представь, аллегория, да, с картой, что ты ищешь сокровища, а продажа это и есть твое сокровище, это же деньги. И у тебя нет карты, ничего, ты просто палец вот так вот и ходишь и Почему это бегаешь. происходит? Почему они допускают эти ошибки, которые, казалось бы, на поверхности? Скорее всего, это отсутствие каких-то фундаментальных знаний в этом направлении и нежелание развиваться в этом направлении. Я так скажу, как я вообще попал в эту сферу, да, наверное, интересно будет людям. Я бывший, грубо говоря, айтишник. Я занимался до 2015 года и графическим дизайном, и разработками, да, программированием. И я вообще был с мира IT. Вот, работал в аэропорту, автоматизировал системы, писал сайты, делал какие-то там онлайн-табло, работал, помогал людям делать так, чтобы меньше человеческих ресурсов было вовлечено, создавал какие-то системы, да, управления. Отбирал рабочие места, проще говоря. Да, делал так, да, чтобы меньше рабочих мест было. Ну, это для развития, да, это не просто так. И в какой-то момент я выиграл грант с идеей единой системы платежей, называлась система AnyPay. Выиграл грант 5000 евро, и мы собрались с моими друзьями, нас было всего 3 человека, фронт-энд разработчик, бэк-энд разработчик, я тоже был на тот момент, занимался разработками, писал алгоритмы, я решил больше уйти на часть менеджмента, фронт-энд и бэк-энд. Мы создали первый электронный кошелек в Таджикистане, то, что сейчас есть у Алифа, вот, в 2015 году у нас уже был этот продукт. Как он назывался? AnyPay. AnyPay. Да, типа любой платеж, да. Вот, у нас было уже 700 абонентов, все было очень хорошо, пока эту деятельность не сделали лицензионной. То есть нужно было иметь, по-моему, $1 миллион для того, чтобы открыть... Уставной капитал. Да, уставной капитал для того, чтобы открыть микродепозитную организацию. Мы ходили на тот момент и к Абдулло приходили, и в другие банки ходили, говорили, что за этим будущее. И нам все в один голос твердили, что, какой электронный кошелек? То есть люди у нас картами не пользуются, а вы какой-то сайт, через сайт оплачивать, какое-то приложение. Вот. И мы заморозили этот проект, потом занялись другим проектом. Так вот, когда нам нужно было развивать AnyPay, да, я еще вообще не разбирался ни в маркетинге, ни в тем более в диджитал-маркетинге. Да. И нам важно было понимать, что люди должны посредством интернета, не посредством традиционного маркетинга, потому что человек видит баннер, ну и что он, пока он возьмет телефон, в гугле где-то забьет или сайт забьет, это было очень сложно. Я четко понимал, что человек должен в интернете увидеть рекламу, кликнуть и попасть на страницу регистрации. И мы обращались к тому моменту к ведущей компании маркетинговой в Таджикистане, где-то оплачивали, где-то бартером что-то для них делали. В итоге никаких переходов не получили. И я подумал, что, надо этим заниматься, потому что количество абонентов должно расти. Люди должны заходить и регистрироваться посредством цифровых площадок. И у нас был ограниченный бюджет, 5000 евро казалось мне вообще очень большими деньгами, но при этом мы так расторопно их тратили. И мы выбрали модель рекламы в Инстаграме и Фейсбуке на тот момент. Ну и не прогадали. И вот эти вот технологические IT-знания, плюс знания, которые я приобрел с опытом именно в маркетинге и так далее, позволили мне заниматься диджиталом вообще в целом в Таджикистане. Ну и, наверное, где-то быть, может быть, там в топе лучших диджитал-маркетологов Таджикистана. Потому что я начал с IT. А маркетинг это всегда была такая гуманитарная наука, наверное, да,
мне так казалось всегда, что это больше какая-то гуманитарная наука, где много нужно писать, очень много определений. Скучно. Да, очень скучно, да. Я не понимал, что такое на самом деле, не различал коммуникации, пиар, реклама, маркетинг, для меня было очень все сложно. И потом я стал в этом разбираться, стал больше изучать эти вещи, понял, как интегрируется IT с маркетингом. И появилась вот такая вот тема, как диджитал-маркетинг для меня, да, открылась. Потому что я начинал еще с финтека. Ну, AnyPay это и есть продукт финтека, да. И вот когда мы говорили о общей экосистеме диджитала, да, мы сказали, что есть, вот помнишь, стратегия, да, я тебя проверю. Стратегия, таргетинг, аналитика. Нет, аналитика, да, аналитика, контент. Продукт. И канал коммуникации. Почти все запомнил. Да. 2 из 4, да? 2 из 4. Ну, отлично. До первого раза достаточно. И вот эту экосистему важно понимать. Но к ней сейчас, не сейчас, а уже давно, к ней как бы очень тесно с ней существует еще один как бы такой кружочек, да, если мы на схеме будем смотреть, который называется финтек. Это оплата онлайн. Важно в диджитале, когда человек зашел, увидел и купил. Тут же. Да, это как бы one click buy. То есть ты зашел и одним кликом купил. Вот такую вот надо вообще, когда вы создаете цифровой продукт или хотите что-то продать онлайн, нужно делать так, чтобы человек просто зашел и быстренько это все приобрел. И не заморачивался, да. И важно, что вот в эту экосистему входит финтек, и теперь же входит автоматизация. Что такое автоматизация? Это какие-то платформы или какие-то инструменты, которые позволяют делать вещи автоматически. И вот сейчас на рынке как раз таки я вот этим и занимаюсь. Ну, есть какой-то пример вот этой автоматизации? Да, вот один из, наверное, популярных и лучших продуктов, который я сделал, ну, не совсем я, как бы, да, я был как тим-лидер этой всей команды. В общем, как я и говорю, что предприниматель это 85%. Можно сказать, что предприниматель все сделал, в принципе, да. 15% что мы сделали? Мы создали вот эту экосистему в проекте Gelos. Ну, наверное, все об этом проекте слышали, да. Мы создали вот эту мощную экосистему, когда у вас есть хороший сайт, да, то есть, ну, понятное дело, что он дорабатывается, становится лучше, становится там быстрее и так далее и тому подобное. Это ваш продукт, у вас есть каналы коммуникации, у вас есть отдел продаж, у вас есть система автоматизации бизнеса, когда у вас есть какой-то продукт, товар, вы его можете считать, он не теряется, есть документооборот внутри компании. Это очень важно. То есть создавать автоматические процессы, чтобы там люди руками его не считали каждый день, да, чтобы это все минусовалось, уходило, чтобы деньги, финансы, это все работало в одном общем так называемом скопе. И вот Gelos, наверное, один из лучших примеров. После этого мы еще делали проект alifbo.tg, это тоже создание сайта, создание, то есть интеграция сайта вместе с системой учета склада. То есть понимаешь, как удобно? У тебя на складе 5 рубашек. Ты продаешь на сайте, у тебя минусуется со склада, и когда у тебя здесь циферка 0 становится, потребитель уже видит 0, товара нет. Это очень удобно, потому что часто бывает такое, может быть, у тебя такое было: алло, вот я вижу товар, я его хочу купить, а извините, его нету. А почему вы его тогда продаете? Да? Бывало. И вот, да, и вот этот процесс как раз таки и называется процессом автоматизации. Когда у тебя есть программа автоматизированная, когда у тебя есть сайт, когда у тебя есть стратегия, как ты будешь продавать, когда у тебя есть каналы коммуникации, аналитика. Все, ты в скопе это все крутишь, вертишь, и это и есть диджитал. То есть я больше такой диджитал-евангелист, больше, чем диджитал-маркетолог. То есть я занимался вот в компании Beeline, да, год работал как диджитал-маркетолог и как директор по цифровому развитию. В компании TCL большой опыт. Большой опыт – это когда ты тратишь очень много денег на таргетинг. То есть ты можешь так потратить, посмотреть, тебе за это ничего не будет, а потом вот так потратить. И теперь я могу правильно бюджетировать. То есть я знаю, что если другой диджитал-маркетолог за $10 сделает охват в 10 человек, то я за $10 сделаю охват в 20 человек. Вот, кстати, об этом. Как лучше всего продвигать бизнес в диджитале? Каким образом? Вот все стартует с контента. То есть снова ты продаешь машину, да? Ты можешь взять и разместить фотографию. А можешь разместить фотографию машины и написать: машина вашей мечты. Эффект другой?
другой. То есть, как ты создаешь контент, так он и заходит людям. Понятное дело, что такие фразы уже как бы всем надоели и все в них не верят. Но важно подобрать вот этот заголовок и, возможно, сразу написать цену. К примеру, тебе нужно срочно уезжать в Америку, ты продаешь свою машину, и ты ее продаешь, если на рынке она стоит $10 000, то ты ее продаешь за 8. И ты сразу такой, машина твоей мечты, такого больше никогда не будет. Предложение, да? И ты такой раз пишешь $8 000. Все, человек увидел, моментально купил. Сравнивая с контентом, который создают больше масса людей, это просто фотография машины, и там где-то внизу уже текст. Правильно? Да. И человек такой видит машину и пролистывает. А может быть, это действительно такое предложение, которое он всю жизнь ждал. И вот как ты контент создашь, так у тебя бизнес и пойдет. Обратите на это внимание люди, которые захотят бизнесом уйти в интернет. В SMM. Очень важная тема, мне кажется, для любой организации. Насколько важна роль SMM в развитии диджитала, вообще в продвижении бизнеса? Вот мы как бы с самого начала про SMM в целом и говорим, да. Я вообще на своих тренингах предлагаю людям вникать просто в смысл слов, да, знать определение каждого слова, чтобы понимать вообще, что такое SMM. Ну, не только SMM, любое другое определение в любом другом предложении, да. И SMM расшифровывается как Social Media Marketing, да. Social – это, наверное, общество, да. А media – это медиа. Что такое медиа? Вам, как работникам Азия Плюс, наверное, больше всего это понятно, да? Это и видео, и аудио, и радио, ну, и какие-то видеоролики, и концерт, ну, все, да? Все, что привлекает внимание, медиа, да? И маркетинг. Вот эти три слова, как бы, медиа для общества с использованием маркетинговых инструментов. Вот маркетинг мы все знаем, он там 1000 лет он существует, об этом рассказывал наш коллега Шерали, да, и понятное дело, что такое маркетинг, понятно, что такое медиа, и понятно, что ты это делаешь для людей, для того, чтобы люди потом как бы обращались к тебе и покупали. Конечно, любая абсолютно компания, которая что-либо продает, сервис это, услуги это или товар, она просто обязана в 21 веке иметь SMM отдел. Да? Важно понимать, что чем больше денег вы тратите на SMM, тем эффективней при качественных сотрудниках, да, мы берем, там, если профессионал-сотрудник, чем больше вы тратите, тем больше вы даете на маркетинг, тем больше у вас получается охват. Сейчас речь идет о таргетированной рекламе или о зарплате людям? Сейчас больше про SMM. Насколько компании нужен SMM? Сейчас я пытаюсь довести к тому, что вот нас будут слушать или смотреть, чтобы человек послушал такое и сказал, да, мне нужно SMM. Или, блин, мне это не нужно, потому что у меня сейчас пока нет бюджета. И я недавно такое видео снимал, я не знаю, ты видел, где яйцо, это предприниматель, общается с кусочком хлеба, с тостом. Да, это SMM, да. Это когда предприниматель приходит, быстренько перескажу, о чем там речь. Это приходит компания и говорит, у меня есть 2000 сомон, и я хочу сделать так, чтобы о моем бренде все узнали и весь мой товар выкупили. И ему SMM-щик, да, так как сейчас называют, говорит, да не надо, 1500 сомон, и я все для тебя сделаю, даже сальто прыгну. Вот. Ты не переживай. Он говорит, все тогда договорились, ты все для меня готов сделать? Он говорит, да, тогда сделай для меня еще и там брендбук разработай, логотип мой измени, а я сейчас пойду, там мне должен как раз чувак, это обычная тема, да, предпринимателя, мне сейчас должны, я сейчас заберу деньги и к тебе приду. И этот СММщик, он, для него это супер, он там где-то что-то про СММ почитал, стал специалистом, и заработать просто так 1500 сомон на то, чтобы сделать одну картинку, написать пару слов, это вообще супер. И он такой, ты мой брат, я тебя люблю, короче, все, мы теперь с тобой супер партнеры. Но как это повлияет на эффективность его бизнеса и на самом деле он продаст или нет за 1500 сомон, это абсолютно другой вопрос. То есть может быть такое, что SMM-щик, талант, сделает такой креатив и напишет такой текст, который ты прочитаешь, скажешь, я хочу этот товар купить. Это не исключается. Но он не сможет сделать так, чтобы большее количество людей увидело этот крутой креатив, который он создаст. И для этого нужно делать таргетинг. И теперь интересная тема, да, такая, с традиционного маркетинга, что нас чему учит традиционный маркетинг?
целевая аудитория, да, и изучение конкурента. Две очень важные темы, которые я как бы тоже, о которых я тоже рассказываю. И таргетинг — это цель, да, таргет — это цель, да, снова говоря определение слов, цель. Тебе нужно бить в ту целевую аудиторию, которую у тебя купит. И вот тут вот качественный именно таргетолог — это уже не СММщик, ну не совсем СММщик, это человек, который работает в команде СММ. Но сейчас СММщик — это все. Он и дизайнер, он и копирайтер, он и таргетолог, и все в одном человеке. Такого быть не должно. Такое может быть. Такое может быть, потому что я такой. Я много времени этим занимался, поэтому я не исключаю этот момент. И человек таргетирует, важно попасть туда, чтобы люди это купили. Им нужен что? Автомобиль, мы сказали? То есть у человека должно быть как минимум 10 тысяч долларов. Правильно? И правильно бить таргетинг туда, где эти люди сидят. Если школьнику как бы не совсем автомобиль нужен, правильно? Или там бабуле какой-нибудь 75-летней тоже не нужен. Важно понимать и правильно вычислять целевую аудиторию. И вот таргетологи, они должны быть те люди, которые очень хорошо разбираются в целевой аудитории. И которые бьют прям по цели. Вот стоит условно 3 группы людей, и они говорят, что мне нужно вот сюда попасть. Понятное дело, что существует погрешность, да, вот этого ядра или снаряда, который полетит. Он там не прям в центр этих людей долбанет, хотя такое тоже может быть. Он там рядом, но осколочные как бы ранения они должны получить, и эти люди обратят внимание на этот. Но говоря снова о бюджете. Недавно был пример такой, мне звонит чувак какой-то и говорит: Парис, вас порекомендовали как хорошего диджитал-маркетолога, нам нужен SMM, все дела. Я говорю, бюджет какой? Он говорит, у нас есть деньги. Я говорю, ну хорошо, какие деньги есть? Он говорит, мы готовы платить 1500 сомон. Я говорю, чем вы занимаетесь? Он говорит, мы продаем квартиры. Я говорю, ну, чувак, ты подумай, ты продаешь квадрат минимум, средний $500, да, в Душанбе стоит квадратный метр квартиры. У тебя условно 100 квартир в одном доме. И ты выделяешь на месяц бюджет 1500 сомонов. То есть как-то вот общей стратегии, общего понятия нету, да. Ты возьми хотя бы одну квартиру, да, там 40-50 квадратов, сколько это по деньгам. Ну, пускай будет 50 тысяч долларов, да. Возьми одну квартиру, вложи 50 тысяч в цифровой маркетинг или вообще маркетинг в целом. И продай 99 квартир. Мы 100, да, сказали у меня квартир? И продай 99 вот так вот. И от того, как ты будешь создавать контент, какой у тебя будет цифровой маркетинг. Например, ты можешь сказать, у меня есть квартира по 400 квадратов, покупай. А можешь сказать, у меня вот такие вот, допустим, стройматериалы. У меня вот это. И продать не за 400, а продать за 800. Потому что человек все равно не придет и в твоей, не знаю, стене ковырять не будет, арматуру там искать тоже не будет. А ты ему можешь четко, ясно, красиво рассказать про то, что ты строишь супер крутой дом. Может быть, да, он там не стеклянный, там еще что-то, но ты используешь самые лучшие, там, тебя соседи не услышат, да, там у тебя толстые стены, у тебя 3 слоя кирпича, ну все что угодно. Этот контент нужно рассказывать людям. Ты строишь, и ты должен создать какие-то ролики, объяснять человеку, что купи у меня квартиру. И маркетинг, допустим, в строительстве, это такая вещь, которая... Ты должен сегодня говорить это школьнику, чтобы он рос, копил деньги на то, чтобы через 15 лет или 20 лет или через 25 именно у тебя купил эту квартиру. Потому что квартиру нельзя купить в один день. Да? Ты там живешь, растешь, копишь деньги и возможно, один раз и навсегда покупаешь эту квартиру. Верно? И грамотные строительные компании должны выстраивать вот эту стратегию. Они должны говорить, что купи, у нас самые лучшие, у нас то есть постоянно. Это же долгосрочная перспектива, у нас же хотят все и сразу. Но это очень такой сложный момент. Ты заговорил сейчас по поводу магазинов, которые размещаются в соцсетях, это Instagram, Facebook. Сейчас у нас огромное количество вот этих онлайн-магазинов, назовем их так, и они предлагают определенный товар, описание к товару, но нигде не указывают цену на тот или иной продукт, то, что они продают. И когда у них спрашиваешь в комментариях, сколько стоит, я сейчас процитирую, они говорят,
Раз не указали цену, значит, на это есть причины, пишите в директ. Насколько вообще это правильно с точки зрения ведения бизнеса, уж тем более диджитал-маркетинга? Ну, смотрите, я скажу так, что это мало относится уже к диджитал-маркетингу и маркетингу в целом. Почему? Потому что вопрос о покупке и продаже. Это уже больше sales тема. То есть такое дополнение ко всему, финальная заключительная часть, когда человек хочет купить, а другой продает. Да? И методологий на самом деле очень много по продажам. И причин может быть целая куча. Во-первых, это желание не заплатить налоги. Наверное, такое тоже есть. Причина номер 2, и, наверное, интересная такая вещь, которую я тоже долго изучал, это когда, например, у тебя есть спортзал, так? И ты делаешь рекламу, ты говоришь, вот у меня крутой спортзал, все красиво, но цену не устанавливаешь. Для чего ты это делаешь? Для того, чтобы человеку действительно пригласить его в свой спортзал и ему показать, как у тебя классно. Или если у тебя интернет-магазин, и ты продаешь платья, и, допустим, тебе пишут, сколько стоит платье, ты говоришь, я тебе напишу в директ, да, или приходи, посмотри это платье. Ты, приглашая человека к себе в магазин, можешь ему что-то допродать. То есть это реальная методология, которая работает. Ты можешь сказать, что вот, знаете, мы с вами по-любому договоримся. Я вижу, что вам это платье очень нравится. И я уверена или уверен, что вы будете прям красоткой ослепительной в этом платье. Приходите в магазин. Я вам это все покажу, вы примерите, а потом мы будем говорить по цене. А как же вот эта система One Click Buy? Ну, она больше к тому товару, да, который вы покупаете, или постоянно, например, молоко. Вам не нужно там прийти, красиво встать, его выпить, чтобы почувствовать вкус молока, да? Вы приходите и покупаете. Вот One Click Buy это больше каким-то продуктом массового потребления. Когда ты понимаешь и знаешь, что вот стакан, он стеклянный, ничего такого в нем нет, и ты возьмешь его, купишь, да? И когда человек массово продает, ему нужно быстро продавать. Но когда у тебя интернет-магазин одежды, важно выстраивать отношения. Потому что это ее не последнее платье. Это ее, возможно, первое, но не последнее. И ее нужно пригласить, накормить, ну, возможно, да, там, угостить чаем, показать атмосферу твоего магазина. Вот сейчас модные же бутики такие, где владельцы красивые девушки. Да? Заметил? Вот. И человек становится не твой клиент, человек становится твоей подругой, который к тебе приходит, можете рассказать, у меня проблемы с мужем, там проблемы еще с кем-то, с той подругой проблемы. Она тебе что-то посоветует, такая психологическая тема. Ну, как и в парикмахерских, наверное, салонах красоты. Девушки не знаю, я туда не часто хожу. Да, тоже. Вот. Эта тема такая, что нужно выстраивать отношения. Это тоже правильно. То есть, когда тебе человек... Но если... Неправильно, когда тебе человек говорит, слушайте, у меня нету времени к вам прийти, пожалуйста, скажите цену. И вот чуйка продавца должна быть такая, что человек чувствует, что уже уходит. Да? Он говорит, ладно, 500 сомон. Вот, кстати, об этом. Условно говоря, продается какая-то косметическая продукция. Да? Женщина заходит на страничку в Инстаграме, смотрит, окей, вот я по характеристикам смотрю вот этого крема, мне он нравится, он мне подходит. Цены нет. Мне говорят, пишите в директ. Условно говоря, девушка пишет в директ, спрашивает, сколько стоит. Я отвечаю, 500 сомонов, условно. Но это просто самый дорогой их товар, у них есть дешевле. Говорит, спасибо, не надо. И дальше не идет смотреть, потому что думает, что все остальное такое же дорогое. Наверное, вот здесь тоже неправильный подход. Говорю же, это все про цифровые продажи. К сожалению, наши компании не пишут себе ни скриптов, не готовятся к каким-то случаям. Обычно вопросы все одинаковые, да? Человек заходит, хочет купить косметичку, говорит, сколько стоит косметичка. Ничего там, вопрос как-то завуалированно не задает, да? И важно понимать, если ты хочешь продать человеку, или допродать, или как-то его заманить к себе, чтобы он постоянно был твоим клиентом, важно расписывать скрипты. И на старте коммуникации, на старте общения, когда тебе написал, что вот косметичка, и важно понимать, что это какое-то пихалово, да, получается, когда ты говоришь 500 сомонов и все, или что? Нет, я имею в виду, что вот я смотрю, допустим, на какой-то предмет, да, он мне нравится, но он самый дорогой в их линейке, а я не знаю про другие цены, потому что их не указывают. Вот, я, значит, тебя правильно понял. Смотри, они тебе говорят,
есть 500 суммон. И тут вот эта чуйка продавца и коммуникации должна сработать. Такой, но это самый дорогой, но да, это понятно, да, абсолютно верно. Вы знаете, вот есть вот такая линейка, а вы посмотрите еще вот это, вот это, вот это. И тут возникает такая тема важная. Почему важно человека с социальных сетей вести на сайт? Потому что в социальной сети он видит там последние 10 или 12 публикаций, и он вниз не опустится. Правильно? А на сайте он может зайти, там, систему поиска использовать, зайти в категорию косметичек, посмотреть все косметички одним разом, поставить фильтрацию по цене. Понимаешь теперь? И только потом сделать выбор. И никому пока не писать. То есть посмотреть и самой ознакомиться. И вот важно понимать, что все социальные сети, которые ты, с которыми ты работаешь, они должны вести на продукт, цифровой продукт. Это веб-сайт. Вот моя компания как раз таки занимается диджиталом полного цикла, когда мы 100%, я 100% осознаю, что ты здесь человека просто берешь, как бы такую ловушку ставишь, грубо говоря, и его тихо суешь на сайт. Он один раз на сайт зашел, все, он больше в твоей социальной сети не зайдет. Социальная сеть это просто, чтобы проинформировать, что вау, скидка, вау, какое-то предложение, но зайди на сайт и купи. Там все четко объясняется. И вот работа диджитолога это сделать так, чтобы сайт был такой, есть такое понятие UI UX, User Experience, User Interface, да, чтобы интерфейс был такой чистенький, гладенький, чтобы человек даже самый, который никогда в жизни на сайты не заходил, чтобы он зашел и понял, как это работает. Бутик, да? Да, и купил быстренько. А что делать тем, у которых нет сайта, они вот просто начинают заниматься бизнесом, но в соцсетях? Если у бизнеса нету системы автоматизации, вот сейчас мы начали говорить о бутиках, о магазинах, да? Если у бизнеса нету системы автоматизации, складирования, документооборота и так далее, во-первых, это большой шанс потерять деньги. Кто-то украдет, кто-то заберет, вы не сможете это уследить, да? У вас нет четкой автоматизации финансов, как вы продаете, какие расходы вы несете, да? Это важно иметь автоматизацию. Если у вас нет сайта, вы как бы с этим можете жить, продавать в Инстаграме и так далее, но вы тогда не создаете максимальное условие серфинга для вашего клиента, то есть максимальное удобство для изучения ваших всех товаров. И вот бизнес в Таджикистане, наверное, такие ошибки все совершают, не только в Таджикистане. Я вообще сам не люблю, когда говорят вот в Таджикистане. Вот. Совершают какие ошибки? Они вкладывают в интерьер, они вкладывают, возможно, там, в персонал, да, что крайне редко, но ладно, вкладывают. И они забывают про инструменты, которые позволяют им вести бизнес. То есть они забывают о том, что можно контролировать все с мобильного телефона. Это же удобно, там, сколько продали, сколько не продали, сколько там то сделали, ну, сколько у меня денег в кассе, сколько у меня денег вообще в товар, да, вложено, какой у меня есть товар, какой товар я купила 3 года назад, и на него пора уже делать скидку, потому что он простаивается. То есть это важные показатели, которые нужно учитывать за счет того, чтобы постоянно в оборот это все пускать. И вот создание сайта и создание автоматизации, мы еще не говорим про стратегию, диджитал и так далее, это сложно. Понятное дело, что чем больше вы вовлекаете инструментов, тем это дороже. Но при этом это эффективно. Да, это эффективно, и важно, когда вы открываете бутик, важно это все закладывать в бюджет. Понимать, что хотя бы на первый год я смогу позвать Баху, специалиста по автоматизации и диджиталу, он мне это все настроит, все красиво поставит, и я год беды не буду знать. По моей практике у нас порядка, наверное, 30 ресторанов на консалтинге по автоматизации, да. Тот ресторан, который пришел или перешел на автоматизацию от меня, он никогда с автоматизацией уже не уйдет, потому что для него открывается транспарентная среда управления рестораном. Он видит, сотрудники опаздывают, он видит, допустим, сотрудники пытаются его надурить, что-то удаляют блюда, гостям несут другой причек, потом причек отменяют. То есть финансовые махинации, да, он прослеживает на мобильном телефоне. Он понимает, сколько товара у него уходит, он понимает, что стоимость товара, например, увеличивается по цене. Это же влияет на себестоимость товара, и, соответственно, вы продаете по старой цене. Это все можно контролировать в автоматизации. И это и есть сейчас часть диджитала.
И вот этим в целом я как бы занимаюсь сейчас в стране. Мало очень людей в общей массе это понимают. Но мы тихонько, как бы вот говорю, занимаемся евангелизмом. Больше рассказываем. Мы не продаем. То есть нету модели такой, у тебя ресторан, давай я тебя пихну, короче, это классно. Нет, мы рассказываем про то, что, чувак, это тебе 100% надо, это вообще бомба, тебе будет удобно вести бизнес. Вот ты сейчас сказал про магазины, которые вкладываются не в то, в интерьер и прочее. И вот такие магазины, рестораны, они, как правило, на открытие на свои приглашают блогеров. Отличная тема. Да, то есть блогеры, ну, у нас, я не знаю, честно говоря, таких блогеров, у которых есть четкая целевая аудитория, на кого они работают, ну, кроме там ребят из Занджабиль-Бро, да, вайнеры. Они приглашают вот этих вот ребят, которые там, ну, пофоткали, сделали сторис. Насколько это эффективно вообще? И эффективно ли? Вот, давай начнем с того, что про вложение в интерьер и вложение, это правильно. Так и должно быть. Человек должен, я не говорил, что это неправильно. Я говорил, что параллельно этому нужно... А я сказал, что это неправильно? Да, я сказал, что неправильно. То есть в интерьер, в персонал обязательно нужно вкладывать, но нужно понимать, что у тебя еще есть автоматизация, маркетинг, нужно как-то привлекать этих гостей. Теперь по поводу блогеров, да. У меня на тренинге был такой случай, когда я пригласил блогера к себе на тренинг для того, чтобы ознакомить людей, которые пришли. А ко мне на тренинг обычно приходят люди, которые или владельцы бизнеса, или какие-то инфлюенсеры. Ну, не какие-то непонятные люди, да. Эти люди хотят изучать диджитал для того, чтобы развивать свой бизнес или личный бренд. Личный бренд — это тоже часть продукта, да. Это как бы тоже об этом важно поговорить. Но мы говорим про блогеров сейчас. И 15 участникам я задал вопрос: вы бы рекламу у блогеров покупали или нет? И они мне все в один голос сказали нет. Но когда пришел блогер, пришла девушка Зарка, если слышал, да, есть такой блогер. Она пришла и рассказала о своей деятельности. У нас тоже было типа сессии вопросов и ответов. Мы разобрали вообще, что такое блогинг, как это работает, что ждать от блогера, да, и что блогер может дать. Ты не поверишь, 14 из 15 участников после этой сессии сказали: мы готовы как бы рекламироваться у блогеров. Вот такая статистика. Почему так произошло? Потому что, к сожалению, блогер — это не предприниматель и это не маркетолог. Блогер — это человек, который ведет свою личную жизнь и освещает ее в социальных сетях. Больше так, да? И какая-то целевая аудитория, у каждого она разная или там какая-то одинаковая у двух-трех. Им это интересно, они постоянно смотрят, чем живет этот человек. Блогер в данном случае является площадкой для коммуникации, то есть это канал коммуникации. Этого человека смотрят, например, 100 тысяч человек в день, да? И тебе нужно продать свою машину. И ты говоришь там блогеру X, что: слушай, чувак, размести у себя. И в один день 100 тысяч человек узнают, что Баха продает машину. Классно? Классно, да. Важно блогеру правильно донести до предпринимателя, что я канал коммуникации. Я говорю большой массе людей: у меня вот такая вот аудитория, вот такие вот люди, вот такой вот возраст, вот с такой-то страны или вот с такого-то города. Это вся аналитика есть у них в Инстаграме. У меня вот такая вот целевая аудитория. Тебе она нужна, там молодежь, к примеру, 16-20 лет, с Душанбе. Ты продаешь машину. Ты говоришь: ну, как бы я не думаю, что они купят машину. Другой блогер тебе приходит, говорит: у нас аудитория там 34-45, город Душанбе, ну там еще какие-то другие показатели, да. Такой: ну, примерно пойдет. И они тебе говорят: 100 сомон или $100. И ты сам от своего бюджета также делает предприниматель. Он смотрит на свой бюджет: так, я же 100 дам, машину продам, дай бог, если за 10 тысяч. Ну ничего страшного, 100 баксов, нормально. Почему бы не рекламироваться у блогера? Да? И я считаю, что, может быть, тема блогинга не так сильно развита у нас в Таджикистане. Почему? Потому что как вообще эта тема развивается? Предприниматель поддерживает блогера, блогер поддерживает предпринимателя. Что происходит? Блогер зарабатывает, предприниматель зарабатывает. Они вместе начинают расти. У блогера появляется новая техника. У блогера появляется команда, которая может... Он не сам сидит там ночью, думает: блин, что же запостить? Уже все, что мог. И в туалет сходил, сфоткал, и
в ресторан еду сфоткал, ну все что угодно, все как бы уже пофоткал, не знаю, что делать. У него должна быть креативная команда, которая будет создавать ему, генерировать новые идеи, создавать ему контент, верно? Он не сможет без денег это сделать. И когда предприниматель поддерживает блогера, тот ему делает коммуникацию, правильно объясняя, что я просто информирую людей, что у тебя классная продукция. Тогда они вместе растут. И сфера деятельности, как и бизнеса, и блогерства растет. У нас они как-то договориться не сильно могут. Я просто говорю о чем? О том, что приходишь на открытие какого-то ресторана, там одни и те же блогеры. Приходишь на открытие магазина, любого магазина, одни и те же люди, которые вчера были в этом ресторане, условно говоря. Я просто подумал, если предприниматель открывает магазин детских игрушек. Он ведь наверняка тоже захочет пригласить блогера, но у которого подписчики либо дети, либо родители. То есть Зарка, я обожаю Зарку, она классная, но, скорее всего, у нее подписчики это люди, которым уже игрушки не нужны, и это, скорее всего, еще не родители. Игрушки. Да, и, скорее всего, это еще не родители, которым нужны эти игрушки. То есть я не буду ее приглашать. Тут смотри, тут такой спорный момент. Почему? Спорный момент, потому что, во-первых, коммуникация действует не только точка А, точка Б. Коммуникация действует А, Б, С. А, Б и в несколько направлений. То есть, приглашая Зарку, условно, у нее аудитория люди, которые не покупают игрушки. Но, возможно, у них есть сестра, брат, мама, папа, братишка, которые покупают игрушки. И момент, когда кто-то скажет, мне нужна игрушка, а он подписчик Зарки, он скажет, Зарка там что-то рекламировала, идите купите игрушки. Понимаешь, как это работает? То есть исключать момент того, что блогеры неэффективны, абсолютно нельзя. Понятное дело, что важно понимать, что лучше позвать блогершу-мамочку, которая каждый день рассказывает про детей, у которых вот прям четкая целевая аудитория. Это уже такой прямой сигнал, да, как говорится, от точки А в точку Б. Ее позвали, она игрушки посмотрела, рассказала, ее смотрят все такие же мамаши классные, да, и они такие увидели и пришли в этот магазин. Это идеальный исход. Но у нас блогеры очень редко и очень мало разделяются на вот такие вот целевые аудитории. Обычно, если Зарка, у нее там, может быть, ну, ее целевая аудитория, такая же целевая аудитория, которая просто хочет, ну, любит смотреть на лакшери жизнь, да, там, они там подписаны, разные бывают. Но вот так вот, чтобы сегментно, вот у нас есть блогер Багудур, да, который в сегменте хорики, да, он там еду показывает. Вот молодец, вот его надо приглашать, когда ты открываешь ресторан, в первую очередь. Или какие-то представители каких-то проектов, там, меню ТД, вот наш проект Гастроном, да. Вот нас важно, потому что у нас может быть 20 человек в подписчиках, да. Но эти 20 человек любят покушать. И они поэтому на меня подписаны, условно. Потому что я люблю еду пофоткать. Вот. И то есть это должно так. Но когда ты делаешь открытие, это такой, называется go-to-marketing. Когда ты заходишь на рынок, ты должен отдельную стратегию расписывать. И в диджитале тоже. И работать с блогерами. То есть ты позвал блогера и говоришь, так, смотри, Зарка, я тебя зову, я тебе плачу $100. Что-то мы сегодня сейчас много о Зарке говорим. Вспоминает нас, видимо. Скорее всего. И я тебе даю $100, но ты сделаешь следующее. Ты не просто разместишь, ты позовешь всех своих подписчиков и скажешь, кто придет в этот ресторан, получит 20% скидку. Вот до конца этого месяца, до 31 сентября. По промокоду такому? Да, по промокоду Зарка. Там Зарка I love you, условно. И что происходит? Они сидят и к ним приходят. К кассиру подходят и говорят, вот по такому промокоду пришло. Он такой, офигенно, я буду постоянно с ней работать, я буду постоянно ей платить, потому что она мне приводит гостей. Верно? Верно. Вот. И тогда вы используете. Но когда нет никакой стратегии, когда вы просто позвали, чтобы позвали, это классно тоже, коммуникация. Взяли, блогер пришел, вот я пришла, там вот вкусная еда, туда-сюда. Все, она проинформировала свою аудиторию. Придут они, не придут. Не призвала? Бог. Да, Бог знает. Ясно. На какие каналы делать упор, когда ты работаешь для вот B2B маркетинга и B2C маркетинга? Вот это очень хороший вопрос, потому что сегодня у меня был завтрак с очень таким качественным, серьезным консультантом. Я не буду говорить ее имя, может быть, ей не понравится именно тема нашей
как нашего спора, да, человек мне говорит, что email-маркетинг не работает. Ну, не знаю, Black Star в свое время доказали обратное. Да, ну, смотри, такая, ну, прозвучала, да, такая фраза. А я вообще из всего диджитала, я люблю email-маркетинг. Ну, не знаю, вот он мне зашел, да. Почему? Потому что email-маркетинг это такая тема. Представь, что я могу сделать именно в email-маркетинге. Я могу отправить тебе email, я могу увидеть, ты его посмотрел, раз, или ты его открыл, два, или ты внутри этого email-письма еще перешел на мой сайт. Понимаешь? Ты об этом не знаешь. И я тебе отправляю письмо и тебе говорю, полировка Баха, ты хочешь продать свою машину подороже, отполируй ее вначале, а потом продай со скидкой 20%. Такой, о да, хорошая идея. Я сейчас тебе кейс расскажу, просто будешь смеяться. И такой, о да, хорошая идея. И ты такой открываешь этот имейл, проходишь и регистрируешься или занимаешь очередь в полировке. Верно? Угу. И я это все вижу, то есть всю воронку продаж я вижу, поэтому это супер эффективно. То есть если ты компания, которая продаешь услугу или сервис, давным-давно нужно задуматься о том, чтобы у тебя была email-база хорошая адресов, там, компаний международных, и у тебя должен быть какой-то email-маркетинг-маркетолог, который в этом разбирается, который регулярно делает один раз хотя бы в неделю email-рассылку. Качественно, с уникальным торговым предложением. Когда я работал в Шератоне, кстати, вот как так получилось, что я стал маркетологом? Я работал в аэропорту, занимался AnyPay, занимался проектом меню ТД, и меня пригласили в Шератон, типа, а не хотите попробовать стать координатором по маркетингу пятизвездочной гостиницы? Вот, я такой, ну, почему бы и нет, да? Ушел с аэропорта и пришел в гостиницу, там мы, по-моему, проработали больше 5 лет, там несколько лет я работал там как сотрудник, а потом уже как партнер, да? И мы каждую неделю делали email-рассылку, каждую неделю. По какие-то предложения, какие-то ивенты, всегда делали рассылку. И смотри, в продажах что важно. Я тебе делаю, ты такой раз открыл email, и я вижу, что ты его открыл, я же твой номер телефона знаю. Угу. Для меня сигнал, что ты заинтересовался. Я могу тебе позвонить и тебя добить просто. Скажешь, слушай, ну сколько есть? Ты говоришь, ну вот 20% маленькая скидка, Парвиз, я не уверен, что я ее продам, давай 50%. Я такой, ну 50 нет, ну давай вот посередине 70. И такой, ну давай, я тебе допродал. В B2B это же не массовые продажи, там не 200 человек в очереди. Ты сидишь, продажник, то есть ты сидишь маркетолог, и продажникам говоришь, вот этим людям больше никогда про полировку не отправляйте. Возможно, они или машину продали, или у них машины не было никогда. А вот эти люди, они зашли, посмотрели и перешли на сайт, где мы полностью описываем эту услугу полировки. Позвоните им это надо. То есть человек не просто так откроет имейл, прочитает. Можно даже отслеживать количество времени, проведенное на этой странице, представь. Вот почему мне нравится именно email-маркетинг. Это один из основных и самых эффективных для B2B, каналов. Для B2B, а для B2C? Да. Для B2C, скорее всего, это социальные сети, Facebook, Instagram сейчас. Но я как говорю всегда на своих тренингах, если у вас есть ресурсы, рекламируйтесь везде. Вот ты, наверное, слышал много раз, со мной еще приходит и предприниматель говорит, Facebook, Instagram. Да. И тот такой, да, он говорит, да, это самое классное. Если я рекламируюсь на Facebook и Инстаграме, но человек с одноклассников приходит и у меня покупает, нафиг мне Инстаграм и Facebook, скажи. Вот с одноклассников мне валят клиенты. Зачем мне, допустим, Facebook, Instagram? Вот почему диджитал классно. Есть аналитика, и важно аналитикой пользоваться и говорить, с Инстаграма пришли, с Фейсбука пришли или с одноклассников. Если у вас есть ресурсы, важно все цифровые площадки занимать. Это то, что делает Алиф. Это то, что делает, сейчас уже не знаю, но вот когда я работал, допустим, в Тиселе, я старался каждую площадку привлечь. Там сайты, где люди смотрят фильмы, да, таджикские, например, там Микс ТД, там еще что-то. Важно с ними сделать договоренность и размещать там рекламу. Там еще кто-то. Мы продаем интернет, мы продаем связь, мы продаем услуги для интернета, да, там YouTube и так далее. Мы должны быть везде в интернете. И чем больше площадок вы охватываете,
тем лучше. И вот эта вот методология, это не мной придуманная методология, это методология, которой как бы диджитал-маркетологи всего мира, да, говорят, что чем больше ты используешь каналов, тем лучше. Но B2B это такой точечный, да, и вот email-маркетинг идеально подходит. Можно по чуть-чуть делать в Инстаграме, в Фейсбуке, но как бы непонятно, да. Все-таки Facebook и Инстаграм это такая больше социальная, это не бизнес-среда. Да. Вот я знаю, что у Азии Плюс есть отдельный телеграм-канал про бизнес. Есть, да? Да. И понятное дело, что на этой странице в Телеграме совсем другая целевая аудитория. Это не школьники, не студенты, это не массовый. И вот важно, допустим, понимать, когда вы предприниматель, вы проходите и вам раскладывают, говорят, есть вот здесь можно разместиться, здесь 20 тысяч вас просмотрят. А есть страница в Телеграме, где 20 человек посмотрят. И такой, а что за страница? А это вот 20 человек, у которых деньги есть, которые бизнес делают. Угу. И такой, важно понимать, что тебе сюда, а не сюда. Но можно разместиться, если есть деньги, ресурсы, да, снова, и там, но при этом посчитать аналитику, что здесь выгодно или здесь выгодно. Вот, по поводу выгоды и вообще как научиться извлекать выгоду и плюсы из ситуации, которые, казалось бы, должны нести вред. Прошлый год, когда ты прилетел, я не помню, откуда ты прилетел, ты провел 2 недели на карантине. И даже лучшее время там, моей жизни. Худшее? Лучше. В кавычках. Будучи там, ты умудрился запустить какой-то проект, хотя ты просто был на территории одного пансионата. Да, ты не поверишь, на самом деле в этот период было запущено 3 сразу проекта. Во-первых, первый проект, то есть в период, пока я был 14 дней вот в этом пансионате, как ты его называешь, для меня это просто рай. Вот. Я что сделал? Мы вместе с компанией Вавилон мы создали интеграционный ключ с системой автоматизации Айка, который вот я как бы продвигаю на рынке Таджикистана, который позволяет, знаешь, что сделать? Такая интересная вещь. Вот ты, наверное, заходишь в ресторан или в магазин и видишь 10 или там, ну не 10, конечно, 5, 3, 4, 5 QR-кодов. Есть. Да? Угу. И мы создали такой интеграционный момент, когда у тебя всего лишь один QR-код. И когда ты получаешь чек, у тебя сразу на QR-коде на чеке появляется QR-код, и ты, неважно какой у тебя кошелек, у тебя может быть Международный банк, или Вавилон, да, или Алиф, или еще там что-то, да, и ты через один уникальный QR-код можешь сделать оплату. Угу. Супер. Да, удобно. Вообще класс, очень удобно. Мы разработали этот проект. Вот. Почему проект не пошел дальше, рассказывать не буду, но это больше вопросы к сотрудникам Вавилона, да. Я постарался провести тренинг на тему диджитала на территории, потому что со мной застряло более 180 студентов с МГУ, которые ехали обратно домой. Вот. Тема была диджитал и пандемия. То есть мы так объединили, что нужно было, я не знаю, просто можно рассказывать или нет. Короче, провели мы его или не провели, пускай это будет наш секрет. Окутанная тайна. Да, окутанная тайна, да. Вот. Но тема была пандемия, то есть рассказывалось все про коронавирус, про как, что, как избежать, как потом лечить и так далее и тому подобное. И плюс в диджитале. И какие возможности есть в диджитале, чтобы работать удаленно. То есть как зарабатывать на этом. Студентам это было очень важно. Как зарабатывать. И третий проект, который был разработан тоже за период 14 дней, там реально нечего было делать. Там нужно работать и все. Больше комната, выходить никуда нельзя, ты сидишь и только работать остается. И третий проект — это проект «Гастроном». Это площадка, где рестораны размещают свой ресторан. Вот. И посредством QR-кода у них в заведении люди могут ознакомиться с меню, сделать самовывоз, сделать доставку, забронировать столик, ознакомиться с меню, я уже сказал, и связаться с рестораном. Вот такая вот площадка была создана. Она на сегодняшний день тоже работает, все хорошо. А почему меню TJ прекратило свое существование? Вернее, сайт он есть, но он не развивается так, как при тебе.
Блин, я бы так, если честно, не сказал, потому что Minute.j тоже неплохой проект, просто цели у проекта другие, да. А чем он отличается от гастронома? Гастроном это, если честно, это такой общий опыт после Minute.j. То есть, грубо говоря, я потренировался 5 лет, чтобы потом создать гастроном. Гастроном такая больше унифицированная платформа, где можно и первое, и второе, и третье сделать. Да? Minute.j изначально это такой проект, который был создан как каталог заведений. То есть больше общественный такой продукт, где ты, допустим, сидишь со своей супругой и говоришь, а куда мы пойдем? Ты заходишь на сайт и начинаешь смотреть, какие рестораны, и потом принимаешь решение идти в какой-то ресторан. Вот. Проект был, я не знаю, даже об этом стоит говорить или нет, такая очень щепетильная тема. Проект принадлежал 2 людям, это мне и моему партнеру. В какой-то момент, наверное, все устали от друг друга, можно так сказать. И было принято решение, что мой партнер будет заниматься этим проектом сам. То есть, если я был в роли такого исполнительного человека больше, в какой-то момент я просто, может быть, устал, понял, что потенциал очень маленький у этого проекта, что он не приносит мне деньги, потому что мне тоже нужно финансово развиваться. И приоритеты были поставлены, скорее всего, немножко по-другому. А вот эти вот амбиции, что-то сделать лучшее для хорики и так далее, они ушли на второй план. И появился больше такой план зарабатывания денег. Но при этом, когда амбиции поменялись, во-первых, мы стали заниматься автоматизацией ресторанов, и рестораны сказали, вау, какая классная система, сколько от нее плюсов. И во-вторых, стали больше от этого зарабатывать, да, условно. Короче, что не случается, случается к лучшему. Сейчас уже, наверное, больше года я никакого отношения к проекту Minute.j не имею. Они развиваются, у них тоже есть как бы свое QR-меню, у них новый сайт. Молодцы ребята, я желаю им развития, чтобы у них все было хорошо, чтобы сайт развивался, проект развивался. Нелегко это все делать, и вот люди, которые делают Minute.j, люди, которые делают какие-то другие проекты, это молодцы люди просто. Тратят много денег, ресурсов человеческих, чтобы ты, допустим, зашел на сайт и выбрал ресторан. Классно, ты ничего за это не платишь. Да. Парвиз, у нас есть рубрика «Ни в коем случае» называется. Ага. Чего ни в коем случае нельзя делать в диджитал-маркетинге? Бездельничать. То есть диджитал-маркетинг это больше ситуативная такая тема, когда ты должен быть постоянно в тренде, ты должен постоянно что-то изучать, понимать алгоритмы работы Фейсбука, Инстаграма и других социальных сетей, площадок, должен понимать, какие площадки популярны, должен правильно считать деньги, бюджет, который дает предприниматель тебе, доверяет, можно сказать, тебе свой бюджет, чтобы ты делал так, чтобы он зарабатывал много. И поэтому бездельничать в диджитал-маркетинге нельзя. Одним словом, да? Отлично, спасибо. Сейчас вот за время нашего общения, я изначально представил тебя в самом начале нашей беседы как диджитал-маркетолог, но сейчас я все-таки хочу попрощаться уже с диджитал-экспертом и диджитал-специалистом. Да. Друзья, напоминаю, что у меня в гостях сегодня был Парвиз Рузиев, это диджитал-эксперт и диджитал-специалист. Спасибо большое. Спасибо большое, да, Бах, очень приятно было пообщаться. Спасибо, да, мне тоже, да, очень интересно. Я надеюсь, что будет больше таких бесед, и что мы будем собирать большие площадки, где более подробно сможем людям, предпринимателям рассказывать прям детально о плюсах автоматизации диджитала в целом. Очень сложно и Шеру, и Зарине, и, наверное, Озутхону в течение часа рассказать про всех преимуществах каких-то новых направлений и убедить предпринимателей как бы вкладывать бюджет в эти дела. Но я надеюсь, что мы будем совместными усилиями. У нас вот отличные каналы коммуникации, так что мы всегда рады, добро пожаловать. Поэтому будем развивать рынок.